Вячеслав Гайзер создал межведомственную рабочую группу по вопросам обустройства граждан, вынужденно покинувших территорию Украины. Координировать работу поручено заместителю главы Владимиру Тукмакову. Новая структура займется вопросами временного размещения, оформления документов, жилищно-бытовым обустройством и трудоустройством беженцев. По словам Тукмакова, региону надо быть готовым вплоть до обеспечения питанием и оказания медицинской помощи. Совершенно очевидно, что люди, которые попали в такую ситуацию и приехали к нам, в первую очередь нуждаются в поиске работы. Сегодня в Республике Коми уровень регистрированной безработицы достаточно низкий, 1,2% к экономически активному населению республики, но вместе с тем у нас сегодня есть выраженная потребность в кадрах в угольной промышленности, нам нужны горняки, и у нас сегодня существует дефицит кадров в сфере здравоохранения. Нам нужны врачи, средний медперсонал и, прежде всего, конечно, на селе. Поэтому мы готовы в этом направлении поработать, и здесь мы рассчитывали бы на участие граждан, которые приезжают к нам с Украины. По данным ФМС, на начало июля за предоставлением статуса беженца или временным убежищем в Коми обратилось 5 граждан Украины. Очевидно, что эти данные не отражают реальной ситуации, так как многие границу мятежного государства пересекали буквально под пулями и сейчас размещаются у родственников. В пятницу появилась информация, что МЧС России может запросить разрешение на организацию в Коми первого пункта временного размещения на 200 человек. Такая гуманитарная работа уже развернута в 49 регионах России. О работе, которая уже проведена общественниками, расскажет Ольга Коняева. Этот митинг в защиту жителей объявленной Новороссии далеко не первый в Коми. Такие акции удивительным образом привлекают горожан, напоминают о хрупкости мира. Для первой отправки на границу с Украиной только коммунисты собрали 40 коробок гуманитарной помощи. В этот раз для Донбасса закупили медикаменты. То, от чего сейчас отрезаны больницы на территории военного конфликта. Тут фактически вот здесь порядка 70 тысяч, то есть если в денежном эквиваленте. То есть это 30 тысяч, вот говорю, республиканское отделение, остальное вот граждане. В Сыктывкар гуманитарная помощь стекается из городов и районов республики постоянно. На этой неделе груз доставят из Ухты и Сосногорска. Уже внесли свой вклад Сыктывдинский и Кнешпогосский районы. Из Кнешпогосского района в Сыктывкар приехала целая «Газель» с гуманитарной помощью для жителей юго-востока Украины. В сборе груза принимали участие практически все организации. К примеру, вот консервы от Управления Федеральной службы исполнения наказаний. Вот посылка от районного суда и от детского сада номер 6 города Емвы. 2 августа общественники отправят вторую сводную партию груза на юго-восток Украины. В этот раз поедет целая фура. Транспортировка обходится слишком дорого, поэтому впредь помогать решили больше деньгами. Ими легче распорядиться в пунктах временного размещения граждан Украины. Отчитываемся мы все по чекам, фиксируем все приобретения, все переводы освещаем опять также в соцсетях, на наших официальных источниках. Это группа ВКонтакте Тылфронту и ряд форумов тематических. Все приобретения фотографируются, прикладываются чеки. Все абсолютно честно. Впрочем, акция по сбору гуманитарной помощи продолжается. Регионы России переполнены беженцами. Немало желающих приехать и в Республику Коми. Очевидцы утверждают, люди покидают Украину, в чем были, бегущим от войны не до материальных ценностей. Одна семья буквально собиралась уезжать до этого, ускорил их отъезд попадания снаряда в их дом. Они показали свою машину, сзади пробоины от осколков. То есть это все... Тот, кто думает, что все уже там как бы утихомирилось, ничего подобного, нам вообще думается, что это только самый разгар сейчас. Пострадавшие от военного конфликта в Украине остаются не только без вещей и денег, но даже порой и без документов, как Наталья Чибисова, приехавшая в Сыктывкар из Луганской области. Здесь, в республике, ее проблему пытаются решить общественники и миграционная служба. Более того, это не только на нашем уровне решается, это сейчас подготовлен проект временного положения изменений правительства России, которые учитывают вот эти нюансы, когда люди буквально бросают все и не совсем законно или правильно, что ли, пересекают границу, и в связи с этим возникают трудности при легализации здесь, что ли. Вот это учитывается таким положением, и таким людям будет проще. В
пунктах временного размещения беженцев уже сейчас формируются списки украинцев, желающих приехать в Коми. Чтобы принять людей в республике, нужны данные об их образовании и опыте работы. В Коми готовятся оказать не только гуманитарную, но и помощь с трудоустройством и временным жильем. Ольга Коняева, Антон Ворожищев, Владимир Шишкунас, телеканал Юрган.